У нас в Уфе очень круто получить высшее образование, но мало кто задумался, как именно оно становилось. Гора новостей приехала на выставку, где покажет и расскажет, как образовались вузы Уфы. Выставка становления высшего образования в Уфе проходит в самое удобное время для школьников – летом. Чтобы было легче посетить ее и определиться с выбором вуза и узнать много нового. В Национальный музей Башкортостана приезжают ребята из разных городов республики. Им проводят экскурсии. Что ты узнала из этой выставки? Я узнала, что надо закончить школу, потом поступить в университет. Каждый парень должен уметь чинить краны и работать. Башкирский государственный медицинский институт основан в 1934 году. За 89 лет своего существования выпустилось около 200 тысяч человек. И это только из нашей республики. А в нем еще учатся студенты из других регионов и даже стран. Уфимский государственный авиационный технический университет. Со всей России приезжают именно в Уфу, чтобы научиться строить самолеты и изготавливать детали для них. Уфимский государственный нефтяной технический университет. Можно выучиться на разные специальности или даже переучиться. Ровно год назад объединили два сильных вуза Уфы – БГУ и УГАТУ. И сейчас они называются Уфимский университет науки и технологии. На выставке показан каждый этап по отдельности, чтобы было легче понять последовательность развития. Например, в этой витрине показано все о медицинском университете. В России есть два типа высшего образования – частное и государственное. Получить диплом второго вида считается лучше. Люди с таким дипломом востребованы в профессии. Отличие государственного от частного вуза. В государственном большинство мест бесплатных. Обучение оплачивается за счет государства. Предпочтение дают классическому обучению и методам. Ну а в частном бюджетных мест вообще нет. Обучение проходит на современном уровне, инновационный подход и молодые преподаватели. Но большой процент людей в России предпочитают государственные вузы. Эта выставка специально проходит летом, чтобы мы, школьники, могли ее посетить и ознакомиться с историей главных вузов Республики Башкортостан и определиться, куда же все-таки нам поступать. Кира Цховская, Равшан Артыков специально для Горы новостей.